преждевременные роды исчисляются, значит, с 33-34 недели по 36-ю неделю включительно. Но если наступает срок беременности 37 недель, то уже можно говорить, что у женщины доношенная беременность. То есть ребенок родится доношенным. Доношенная беременность считается до 42-й недели. Иногда спрашивают: доктор, у меня уже 41-я неделя, что мне делать? У меня, может быть, это переношенная беременность? А мы рассказываем, что переношенная беременность на сегодняшний день по всем клиническим протоколам исчисляется 42-й недели. Но как только наступает 41-я неделя, женщина должна госпитализироваться в отделение патологии беременных. Но мы знаем, что у нас в России существует такое отделение, хотя за рубежом во многих городах и странах таких, конечно, отделений в помине и нет. То есть в других странах, например, если мы возьмем Финляндию, поступают только на роды. То есть там нет такого отделения, как отделение патологии беременных. Если роды физиологичные, то в питании женщины никаких особых-то не должно быть отклонений. Мы знаем, сколько же разнообразных блюд должна принимать беременная женщина, да и вообще любой человек. Значит, наши диетологи, либо нутрициологи, они говорят, что 33 разных блюда женщина должна есть в одну неделю. То есть даже вот Елена Малышева в своей передаче, она тоже так же и говорит, что самое главное правильное питание – это разнообразие продуктов у женщины. Ну и сезонные продукты, потому что мы живем в республике, где у нас, конечно же, 9 месяцев календарных зимы, 3 месяца только лето. И поэтому, конечно же, овощи, фрукты особо-то мы и не видим. Как не видим достаточно солнечного такого вот дневного света. Это только у нас в такие летние месяцы. По поводу питания. Питание должно быть, еще раз озвучу, правильное. Должно состоять из блюд, которые, в общем-то, содержат белки. То есть белковые продукты в основном. Это, конечно же, рыба. Далее мясо. По поводу мяса. Это мясо нежирных сортов, все виды мяса могут быть. То есть это оленина, баранина, говядина, свинина может быть. Но некоторые, конечно, свинину не едят, но тем не менее. Должны быть в рационе у беременной молочные продукты. Ежедневно должна есть творог, сыр, кефиры, йогурты, но йогурты, в общем-то, с низким процентом содержанием, ну и содержанием малого количества углеводов. А так, конечно же, исключить из рациона жирное, острое, жареное. И если у женщины имеется какая-либо экстрагенитальная патология, например, у нее повышенное артериальное давление, либо же у нее заболевание почек, заболевание органов желудочно-кишечного тракта в виде гастрита. Потому что гастриты в нашей республике тоже они занимают достаточно, одно из третьих таких, ведущих мест, из 3 мест. Занимают 4-е место, 5-е место по регионам. Вы знаете, в нашей республике наши районы делятся по регионам. И, конечно же, поэтому питание, в принципе, оно немножко отличается у людей в северных арктических районах, либо Вилюйской группы районов, центральных районов и включая город Якутск. Но я считаю, что в нашем городе беременная женщина может найти все продукты. То есть на сегодняшний день продукты питания прямо вот можно заказывать как в ресторанах с доставкой на дом. Это некоторое количество женщин себе могут позволить заказать продукты питания правильнее, то есть все в отварном виде. Мы тоже рекомендуем все в отварном виде. И желательно, конечно же, когда вот говорят диетологи, овощи, фрукты, когда их применять после обеда, до обеда, то желательно, конечно, до 15 часов. То есть яблоко, морковь, свеклу, это все нужно съесть до 3 часов. После 3 лучше все-таки салаты, это зелень и так далее. По поводу лекарственных препаратов. В первом триместре по приказу, который сегодня работает для акушеров-гинекологов, приказ называется 572, это порядок оказания акушерской помощи беременным, роженицам и родильницам.
По нему в первом триместре всегда любой женщине, которая встает на учет, назначаются препараты йода. Это может быть калий и йодид, либо йодомарин. Это обязательно, потому что мы живем в России, у нас йод-дефицитная зона. 200 микрограмм йодомарина, либо калия и йодида, ежедневный прием, всю беременность практически и весь период грудного вскармливания. Второй препарат, который сразу же назначается, это препарат фолиевой кислоты. Препарат фолиевой кислоты необходимо принимать либо по таблетке до 3 раз, если обычная нормальная беременность, но если у женщины есть угроза прерывания беременности, либо у нее в анамнезе был самопроизвольный выкидыш, либо были аборты, либо мертворожденный, то дозировка фолиевой кислоты должна быть в 2 раза выше, чем у обычной женщины. Прием, конечно же, фолиевой кислоты длится от 3 до 4, до 6 даже месяцев. Иногда даже до года. Ну, то есть практически всю беременность и весь период грудного вскармливания. Опять же, это женщины, у которых наблюдается анемия, то есть низкий гемоглобин. Во втором триместре всегда проводится профилактика гистозов, то есть таких осложнений, когда у женщины по причине того, что она беременна, повышается артериальное давление и появляется белок в моче, независимо от того, болели у нее почки, не болели почки. Белок в моче вот, по независящим причинам может даже быть в очень большом количестве, от 3 грамм до 5 грамм. А давление может повышаться тоже по-разному у всех. От 130, от 140 до 160 и выше. То есть какие же, если вот спрашивают иногда, задают вопросы, какие же цифры артериального давления в норме? Значит, нужно ориентироваться на то давление, которое было до беременности. Такое артериальное давление называется исходным. То есть артериальное давление может быть случайным. Это когда женщина пришла на прием, может быть, она немножко подошла с опозданием, быстренько поднималась по лестнице, или еще по каким-то причинам она торопилась. Ну, может быть, немножко высокие цифры. Поэтому желательно, чтобы женщина в домашних условиях измеряла артериальное давление, но в течение, допустим, даже целой недели. А минимум это 3 дня. Артериальное давление нужно измерять, сидя в покое, на обеих руках, утром, днем и вечером. Это тоже обязательное условие. По поводу анализов мочи. Если в анализах мочи имеются изменения, женщина общий анализ мочи должна сдавать практически еженедельно. Но если имеются изменения при БАК-посеве мочи на стерильность, то анализы сдаются по показаниям. Если там что-то высевается после лечения, в динамике анализы тоже повторяются. Значит, я вот уже хочу остановиться еще раз на каких препаратах. Какие препараты назначаются целью профилактики в виде преэклампсии, то есть осложнения беременности. Это в первую очередь препарат только курантил. То есть целенаправленно симптоматических препаратов нет. Поэтому одним из препаратов, который немножко разжижает кровь и показан для лечения фетоплацентарной недостаточности, это является препарат Курантил-Н дозировки 75 мг. То есть Н это латинская, Н крупной буквой пишется. Это профилактическая доза. Но если мы хотим с лечебной целью, то Курантил-Н по 75 мг нужно принимать 2 раза в день. То есть суточную мы получаем тогда 150 мг. Опять же, иногда женщины спрашивают, а что же можно, может быть, продуктами питания или еще чем-то можно заменить вот этот вот препарат Курантил? Но, к сожалению, нет, да? Если, допустим, вот препарат фолиевой кислоты продуктами женщина может там как-то восполнить в своем организме, но и то он усваивается в неполном объеме. Мы знаем, что фолиевая кислота – это витамин B9, извините. И он, конечно же, содержится в зеленых листовых салатах, в щавеле, да, в сельдерее и так далее. То есть можно перечислять много зеленых листьев, в которых содержится фолиевая кислота. Но опять же, знаете, вот на сегодняшний день доказано, что применение фолиевой кислоты, оно не в полном объеме тоже, опять же, восполняет. То есть продуктами питания мы как бы его и не получаем. Поэтому всегда нужно принимать фолиевую кислоту.
Какие же еще препараты назначаются помимо курантила Н? Это обязательно, если у женщины имеются кальпиты, либо какие-то вагинозы, то есть изменения микрофлоры во влагалище. Обязательно нужно назначать профилактические свечи. В частности, вагинорум С по 6 курсов, по 6 дней, вернее, курсами, раза, наверное, 2-3. Потому что, как мы знаем, что анатомические влагалище, шейка матки, матка являются мягкими родовыми путями. Но иногда вот задают тоже вопрос, да, как мне понять, вот матка приходит в тонус, у меня тянущие боли внизу живота. Значит, как же отличить, это схватки, не схватки, либо это тренировочные схватки, либо опять же патология. Патология так называемая патологический прелиминарный период. Но это такое состояние встречается ближе к родам, больше, наверное, свыше 36 недель. Значит, тренировочные схватки. Что это за схватки? Когда матка приходит в тонус, матка, мы знаем, это мышечный орган. До беременности матка всего весит 50 килограмм, грамм, 50 грамм. А во время, значит, беременности матка растет, увеличивается в размерах. И что включает матка, да? Матка включает плод, среднестатистический, это 3,5 килограмма. Включает паскет, это примерно 700-800 граммов. И включает околоплодные воды, это 1,5 примерно литра. Но иногда бывают такие осложнения, как маловодие, многоводие, которые очень хорошо видно на УЗИ. Значит, мы сейчас обсудим, в каких случаях нужно проходить УЗИ плода плаценты, и какие УЗИ считаются скрининговыми, а какие же, для определения беременности. Как только наступает беременность, женщина все-таки, она еще даже сама не знает, что она забеременела, это особенно малые сроки беременности. Иногда бывают такие пациентки, которые, не замечают, что они беременны, потому что у них все хорошо, ничего не меняется, токсикоза нет, все легко переносится, образ жизни такой же ведут обычный, а на самом деле идут, когда на УЗИ, то оказывается там беременность. Либо же беременность малого срока тоже бывает с осложнениями. Чаще это бывает внематочная беременность, даже у первобеременных женщин. Бывает замершая беременность, то есть остановилось развитие плода на каком-то сроке. Поэтому на сегодняшний день, опять-таки, по нашим клиническим протоколам, обязательно нужно подтвердить маточную беременность. Только с этим УЗИ женщины встают на учет. Конечно, она может раньше обратиться к доктору, но вставать на учет нужно все-таки с УЗИ, где подтверждена именно маточная беременность, имеется желточный мешок хороший и имеется сердцебиение у плода. Сердцебиение у плода, опять же, когда задают вопросы, какие нормы, можем сказать, что от 110 до 160, потому что ниже 110 это будут называться брадикардией, свыше 160 будут называться тахикардией, и когда же, в общем-то, измерять сердцебиение, значит, это УЗИ в первую очередь. Скрининговая УЗИ первая обычно проводится в 11,6 дней до 13 недели и 6 дней. Это очень важно, потому что помимо УЗИ, женщина в этот день обязана еще сдать биохимический анализ крови на врожденные пороки развития, плюс на какие-то болезни Дауна, включая на хромосомные аномалии и так далее. То есть это скрининг биохимический, обычно это ПАП-тест, плюс еще альфа-фетопротеин и ХГЧ. Уровень ХГЧ необходимо смотреть. А на УЗИ в это время сравнивается в первом скрининге воротниковое пространство. Если же женщина опоздала хотя бы на 1 день, то есть у нее 14 недель и 1 день, то она уже не подпадает под УЗИ-скрининг, потому что там уже очень сложно посмотреть вот это как раз-таки воротниковое пространство. Второе УЗИ скрининговое проводится 18 и 22 недели. Это УЗИ, когда, значит, выявляются такие поздно манифестирующие иногда пороки развития. То есть с какой целью проводится УЗИ? Плюс еще и проводится фетометрия. То есть снимаются все параметры плода,
головки, размеры головы, ручек, ножек, внутренних органов, просматриваются камеры сердца, позвоночный столб в полном объеме, чтобы не пропустить пороки развития у плода. Ну и третий скрининг проводится обычно в 33-34 недели. Но опять же я оговорюсь, если у женщины имеется экстрагенитальная патология, это какая-то хроническая болезнь, либо это хронические заболевания почек, либо сердечно-сосудистые заболевания, то она должна пройти промежуточное еще УЗИ, где-то примерно 25-26 недель с доплером, то есть с изучением кровотока. Причем с изучением кровотока маточно-плацентарного и плодово-плацентарного, когда можно увидеть нарушение, и тогда выставляется тоже осложнение беременности, которое называется фетоплацентарная недостаточность. Либо иногда бывает, что плацента изменена, наблюдаются в плаценте какие-то кальцинаты, включения, может быть даже отслойка плаценты, если имеется преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, ну и другие нарушения. И следующее УЗИ всегда проводится при поступлении в роддом. То есть, когда женщина приезжает с тренировочными схватками, либо с регулярной родовой деятельностью, уже непосредственно на роды, в любом случае проводится УЗИ плюс КТГ. То есть КТГ расшифруется как кардиотокография. Снимается сердцебиение одновременно у плода и работа матки у матери. Значит, сердцебиение, запись сердцебиения, изучение сердцебиения у плода проводится примерно в течение 40 минут. То есть накладываются на живот два, значит, датчика, ну и запись выводится уже автоматически. Сердечное сокращение, ритм, и при этом пациентка может слышать, как стучит сердечко у малыша. Это, в принципе, очень хорошо, когда муж тоже рядом сидит во всех этих УЗИ и так далее. Ну и при кардиотокографии тоже. Значит, что же нужно непосредственно делать во время беременности, какие физические упражнения? Первый и второй триместр никаких ограничений нет. Если женщина себя хорошо чувствует, она может даже заниматься, каким-то видом даже спорта. У нас есть здоровые, то есть здоровые это в таком плане, что без никаких экстрагенитальных заболеваний пациентки, которые занимаются даже волейболом, баскетболом, то есть играют даже за сборную команды нашего университета. Вполне нормально, то есть до 26-й недели, в принципе, все можно. Ну и ограничения небольшие в мышечных нагрузках, это, конечно же, после 26-й, 27-й, 28-й недели, когда появляется нагрузка на сердце у беременных женщин, потому что дно матки стоит уже достаточно высоко, оттесняет внутренние все органы сзади к позвоночному столбу. Ну и у женщины, конечно же, в норме даже появляется так называемая одышка. Ну и походка у женщины, естественно, меняется, начиная с конца второго триместра. В первом триместре как-то это особо незаметно, но во втором уже, да, походка это меняется в сторону так называемой, в кавычках, утиной. То есть подступь у женщины меняется, плечи расправляются, ну и она ступает как бы полностью, отклоняясь назад, да, это нормально, то есть горделивая так называемая походка, это вполне достаточно. Значит, какие же физические упражнения в третьем триместре? Да, все упражнения, которые развивают подвижность костей таза. Тазовые кости, они во время беременности тоже подготавливаются. Хрящи между ними размягчаются и появляется, скажем так, повышенная подвижность тазовых костей. Ну и женщина должна тоже способствовать физическими упражнениями этой подвижности. Какие же можно смотреть в интернете каналы? Лучше смотрите, где написано «Медфильм». Вот иногда интересует пациентов, что же мы можем в интернете посмотреть, да? Медфильмы лучше смотреть, значит, профессоров Васильевской. Можно профессоров различных наших университетов. Да и вообще, если заглянуть в интернет, то можно увидеть, что женщины рожают, скажем, даже их не закрывают лица, да? То есть в интернете, если вы наберете, например, роды на природе, домашние роды, то даже лицо не прикрывают. То есть,
это в порядке вещей. А еще есть блогеры, особенно украинские, которые рожают в воде, типа в домашних родах. Ну, на самом деле, конечно, это тоже не соответствует как бы эталону, как должна женщина рожать. У нас в России домашние роды запрещены, то есть у нас женщина беременная едет только в роддом. И вопрос, значит, когда она должна ехать в роддом? Если нет противопоказаний, если нет угрозы прерывания беременности, если нет кровянистых выделений с половых путей, или на ранних этапах не отошли околоплодные воды, то она, конечно, поедет только с регулярной родовой деятельностью. А во все, вот то, что я уже перечислила, все это показания являются для госпитализации, то есть для поступления в родильное отделение, и причем в любое время суток, потому что в родильном доме нет ни праздничных дней, ни выходных. Доктора работают круглосуточно, и круглосуточно может быть оказана помощь. Но если просто женщина приехала, допустим, например, подумав, что у нее излились околоплодные воды, то вполне доктора посмотрят, все скажут, объяснят, и ее отправят, если все нормально, домой. Но иногда, знаете, еще такой вопрос задают женщины. Когда же считается шейка матки короткой? То есть иногда доктора на УЗИ ставят угрозу прерывания беременности, как бы признаки нашли они, ну и описывают длину шейки матки. На сегодняшний день все акушеры-гинекологи, ведущие мира, они говорят, что нужно ориентироваться на длину 25 сантиметров. То есть, если длина шейки матки у женщины до 25 сантиметров, то все хорошо. То есть преждевременных родов не будет. Но если же шейка матки укорочена меньше 25 миллиметров, то, естественно, есть риск преждевременных родов. Ну и в этом случае медицина не стоит на месте. Мы женщинам предлагаем беременную писсарии, которые вводятся во влагалище. И с этим писсарием женщина ходит до 36-й недели включительно. Значит, какие же документы с собой нужно брать в родильный дом, если вдруг подошли сроки, да? Ну, сроки это, мы уже говорим, нормальная доношенная беременность, это свыше 37-й недели до 41-й недели включительно. Значит, нужно брать с собой паспорт, обменную карту, СНИЛС, родовой сертификат, если женщина стояла на учете в муниципальной женской консультации. Если она стояла в частной клинике, то родовой сертификат частная клиника не выписывает. Иногда пациентки спрашивают, что же мне дает вот этот родовой сертификат. Да пациентам от этого, как бы особо ничего. За родовой сертификат это получает либо женская консультация, либо родильный стационар, в котором женщина родила, деньги от социальных программ по госгарантиям. Ну и, естественно, это добавка к зарплате для акушеров и врачей-акушеров-гинекологов, которые приняли роды у женщины. Ну, естественно, задают вопрос в последнее время, а вот мужа можно, сестру можно, маму можно в роддом? Можно. Только чтобы этот человек прошел ФЛГ, да? Я вам раздала вот такой вот листочек. Это вот я прошлась по магазинам, когда готовилась к сегодняшней лекции, по аптекам и посмотрела, где чего что предлагают, да. И мне, в принципе, приглянулся вот этот магазин. Я там никаким образом ничего не имею от этого, процентов никаких. Значит, но здесь достаточно хорошо все написано. Я вот смотрю, значит, наверное, многие из вас уже смотрели видеоблогеров, которые рассказывают, какие же сумки с собой брать вообще в роддом, да? Я там как-то вот, когда готовилась к лекции, я посмотрела девушку молодую, будущую мамочку, которая приготовила 3 огромных сумки прозрачных. Извините, это почти целый чемодан, 20 килограмм. Куда его? Это вот, знаете, это лишние вещи в роддом. Это получится, что санитарка роддома будет за мамочкой носить вот эти вот все 3 пакета сумок, да? Такого не должно быть. Но здесь вот более-менее корректно написано, и то здесь немножко не совпадает. Значит, то есть, если на сегодняшний день тут стоит паспорт плюс ксерокопия плюс результат, то есть крови на РВ, то кровь на РВ это по желанию. БАД-посев из зева носа, что папа сдал, тоже по желанию. То есть родильный дом в наши 2 перинатальных центра города Якутска можно только поступить с ФЛГ. Но что должно быть у человека, который проходит вместе с женщиной на роды? Сменная одежда. Сейчас у нас лето, пожалуйста, сменная одежда – это футболка чистая, плюс чистые шорты. То есть шорты не уличные. Если это зима, то брюки. Тоже брюки должны быть не уличные. И плюс резиновые моющиеся тапочки.
Значит, здесь вот, допустим, в первой сумке для мамочки тоже все очень хорошо написано, но я бы хотела бы остановиться на тапочках резиновых, разумеется, моющихся, ну и эластичных бинтах плюс чулках. Цвет не важен. Иногда спрашивают, вот не могу найти телесного цвета, но мы говорим, что чулки эластичные, либо бинты, чулки компрессионные, эластичные бинты могут быть любого цвета. То есть цвет не важен, еще раз повторю. Ну и, конечно, нужно с собой взять воду. Также еще хочу напомнить уважаемым женщинам, что если папочка идет на роды, а мы знаем по продолжительности родов, у первобеременных роды могут длиться до 18 часов, у повторно родящих в 2 раза короче. Роды делятся на 3 периода. Первый период, второй и третий. Первый период исчисляется с момента появления регулярных схваток. То есть схватки могут быть, знаете, через каждые 20 минут, 30 минут. Это так называемая фаза латентная. То есть в эту латентную фазу изменяется шейка матки, она укорачивается, и плюс начинается небольшое раскрытие. Это время женщина может дома даже успеть принять душ, спокойно собраться, поесть, потому что иногда роды, еще раз говорю, длятся до 18 часов. Даже безводный промежуток может быть в норме до 12 часов. Если взять Украину, то там безводный промежуток времени клиническими протоколами вообще прописан до 3 суток. Ну, то есть разные варианты излития околоплодных вод, да, опять, если пройти, значит, по излитию околоплодных вод, когда же они считаются своевременными. Своевременное излитие околоплодных вод должно произойти, когда шейка матки уже открыта примерно до 8 сантиметров. Если, допустим, воды излились без схваток, то есть без наличия регулярной родовой деятельности, то такое излитие называется преждевременным излитием околоплодных вод. Если воды излились с началом схваток, либо вот женщина начала болеть, и воды излились через 3-4 часа, то это излитие называется ранним излитием. Но и существует позднее излитие, то есть буквально ребенок родился в сорочке, когда головка плода начинает прорезываться, и там обнаруживаются водные оболочки. Ну, еще раз я остановлюсь, значит, что же брать с собой, да, в роддом? Вернемся к этому вопросу. Обязательно не забываем про чепчик для ребенка, носки для ребенка и подкладки, да, вот как бы вот для ребеночка. То есть, когда женщина рожает, и же сразу же кладут ребеночка на живот, да, чтобы ребеночек колонизировался именно теми бактериями, микробами мамочек. Мы знаем, что все люди являются носителями микроорганизмов. Они у нас отличаются в ротовой полости, в желудочно-кишечном тракте, ну и, естественно, и в половых органах. Да и вообще, их насчитывают на сегодняшний день микробиологи около 10 тысяч видов различных микроорганизмов. А другими словами можно сказать, что у человека почти 2-3 килограмма микробов, полезных и неполезных. Поэтому тут, конечно, нужно всегда смотреть, да. Значит, еще раз повторю, значит, сопровождающим либо отцу папочки это только ФЛГ. Но если есть желание, можно дать кровь на РВ, лишним не будет. Ну и бак-кассев из зева носа тоже лишним не будет. Потому что иногда молодые папы являются носителями золотистого стафилококка. А золотистый стафилококк, мы знаем, что он патогенный, то есть это не условный патоген. Он может вызывать ангины, хронические танзелиты и так далее. Поэтому все-таки нужно уберечь дитё. Так, теперь вторая сумка, значит, это уже... воду обязательно, значит, по поводу жидкости, приема жидкости, вот тоже бы хотела остановиться, ну, несколько, скажем, минут, да. Если мы раньше объем жидкости ограничивали в питье до 1,5 литров, то сейчас без ограничений. Я, допустим, вот мамочка 2 детей, взрослых причем, и когда я рожала, значит, всем при поступлении делали очистительную клизму. Соски смазывали зеленкой, да, а ногтевые пластинки на руке, на ногах смазывали йодом. Сейчас такого нет. Очистительную клизму тоже, в принципе, не делают. Поэтому, если вернуться к питанию женщины, то у женщины организм устроен таким образом, что он сам как бы перед родами ограничивает, чтобы женщина не ела много,
организм как бы сам подсказывает. Вы, наверное, даже знаете, кто уже рожал, удивлялись, что перед родами женщина теряет в весе от 2 до 3 килограмм. Это вариант нормы. Если вот мы говорим за всю беременность, практически еженедельно, она должна в норме, как эталон, прибавлять еженедельно по 300-400 грамм, то перед родами, наоборот, имеется снижение веса. А вот снижение веса вообще в начале первого триместра, это тоже, в общем-то, знаете, не характерно для здоровой беременной женщины. Снижение веса отмечается обычно у женщин, у которых имеется осложнение в виде токсикоза беременных. Они протекают по-разному. Чаще это рвота 3 степеней, зуд беременных и слюнотечение. Вот такие варианты тоже корректируются лечащим доктором. Конечно же, при определенных жалобах женщины. Значит, вторая сумка. Что мы можем тут увидеть? Ну, здесь предлагают 2 бюстгальтера для кормления, прокладки для груди, впитывающее молоко, крем от трещин на сосках. Ну, крем от трещин, я считаю, это лишнее. Пара ночных рубашек с запахом, это обязательно. Удобно кормить, да? Ну, а полотенце все-таки должно быть несколько. Либо можно взять рулон бумажных полотенец, потому что полотенца нужны для ног, для молочных желез отдельно, ну и, естественно, для тела в целом тоже отдельно, для рук тоже отдельно. Значит, это не возбраняется. Прокладки, какие мы советуем женщинам? Все-таки не Always, а все-таки Naturella, да? Потому что Naturella – это дышащие прокладки. Не было, чтобы опрелости и промежности, потому что в послеродовом периоде у женщины будут выделения, они обязательны, потому что матка начинает сокращаться очень активно, буквально в 2 раза она сокращается сразу после родов в первые 2 часа, ну и в последующие дни она активно сокращается, и буквально за первые, наверное, ну, скажем так, 2 недели, она уходит обратно в полость малого таза и практически становится такой же, какой была и до беременности. Значит, выделения кровянистые, они называются лохиями. Кровянистыми они могут быть до 5 дней, а потом они сукровичные, то есть немножко с примесью крови, потом они становятся потихоньку светлыми. Значит, женщина в родах называется роженица, а в послеродовом периоде родильница. То есть иногда женщины обращают внимание на справки, что почему у меня там было вот так написано, а сейчас написано родильница. Но это все как положено. Ну и на сегодняшний день в родильных домах держат не очень долго, да, по приказу. Это если все хорошо, все здорово. Если родился хороший малыш и мама все хорошо, то на 3 сутки все, женщина выписывается. Но опять же иногда задают вопрос: а если вдруг появились показания в родах для кесарево сечения, как же быть папе, куда папочке деваться? Значит, в наших пренатальных центрах есть комнаты ожидания, где папочка может пересидеть сам момент операции. А вот первый период родов, до момента взятия на стол женщины, он все-таки женщине помогает активно дышать. Значит, потихонечку я приступила, как правильно дышать в родах. Значит, мы с вами знаем, что ребенок получает кислород только путем, когда мама дышит. Значит, в родах, наверное, если кто-то тоже смотрел интернет, то очень много техник, буквально 10 техник. Ну что я хочу сказать? Значит, роды иногда длятся у женщин очень быстро и даже стремительно. У некоторых роды длятся всего 2 часа, в таком случае у повторно родящих они называются стремительными. Если роды у первой беременных длятся 4 часа, то они называются тоже стремительными. Если же роды у повторно родящих длятся 4 часа, то это быстрые роды. Если у первой беременных 4-6 часов, то тоже быстрые роды. Поэтому тут тоже, в общем-то, играет роль продолжительность родов. Но в любом случае, как бы роды не протекали, это все варианты возможные, и поэтому женщина должна правильно дышать. А вот мы говорим, как правильно дышать, да? Это нужно делать глубокий вдох носом и выдох ртом лучше. Некоторые блогеры пишут, что за одну схватку нужно дышать 3 раза, там, некоторые пишут 4 раза и сделать
на подсчет, допустим, если считают там продолжительность выдоха на счет там на 6, на 7, все по-разному. Но мы говорим, в родах не до этого. Лучше все-таки, если папочка будет считать, если он пойдет на роды, либо родственница, которая сопровождает женщину в родах, да, чтобы они следили за дыханием. Потому что почему-то наши женщины все думают, что роды это всегда болезненно. Но роды не всегда болезненные. У некоторых они протекают практически, знаете, болевой порог чувствительности разный у всех людей, все мы разные, да. И некоторые говорят, доктор, вы пугали, я родила, вроде как бы даже я особо не ощутила. А некоторые говорят, ой, я болела там 2 суток, 3 суток, не могу родить, вот родила кое-как. А мы говорим, нет. Значит, бывают схватки, еще раз напомню, тренировочные, и бывают схватки регулярные. То есть регулярные схватки, если они регулярно повторяются, ритмично повторяются, значит, каждые 20-30 минут, потом они уменьшаются время, каждые 5, потом 3 минуты, и начинается потужной период. То есть, если начались схватки, то женщина, в принципе, должна, в общем-то, очень хорошо дышать. Значит, я вам говорила про латентную фазу, когда шейка матки укорачивается и открывается только до 4 сантиметров. В этот момент, конечно, нужно дышать спокойно очень даже, потому что этот период, латентную фазу, особо-то и не замечают. А вот активную фазу, когда шейка матки начинает активно раскрываться с 5 сантиметров до 10-12 сантиметров, конечно же, схватки, они могут быть такими достаточно сильными. Потому что матка – это мышечный орган. По-научному проходят, знаете, вот такие вот контракции, ретракции, захождение волокон мышечных друг за друга, и дистракция – это раскрытие шейки матки. И в этот момент, конечно, нужно дышать, значит, как опять-таки вот дышать, да? Глубокий вдох носом, а выдох может быть ртом. Либо же глубокий вдох носом и выдох тоже носом. Кто как может, кто как умеет. Но ни в коем случае нельзя, значит, скрючиваться и лежать в постели. Потому что на сегодняшний день существуют разновидности родов. Это вертикальные роды. Некоторые женщины прямо вот любят ходить в первом периоде родов. У них почему-то повышается двигательная активность. Так тоже можно. Некоторым нравится во время схваток стоять, то есть с упором на что-либо, на стол там, да, или на кровать, или на тумбочку, либо на стул. Ради Бога, кому как хочется, кому как нравится, можно так вот стоять. И, конечно же, не забываем про правильное дыхание. Еще раз говорю, правильное дыхание – это глубокий вдох носом и выдох ртом, то есть нос-рот. Либо же это может быть, если удобно, конечно, нос-нос, то есть вдох и выдох носом. Но когда начинается потужной период, эта женщина всегда, конечно, она ощущает. Тут, знаете, вот такое ощущение, как будто бы очень хочется в туалет по-большому. Все мы взрослые люди, значит, мы все представляем, как нужно дышать и при опорожнении кишечника. Вот прямо вот такое дыхание должно быть у женщины в потужном периоде. И здесь, конечно, очень важно слушать акушерку, которая подскажет, можно ли тужиться, либо нет. Потому что если женщина начинает рано тужиться, то у нее может быть разрыв шейки матки. Чтобы избежать этого разрыва шейки матки, да и разрыва промежности, то, конечно же, нужно правильно дышать, опять-таки, делать какие-то там упражнения, может быть. В наших пренатальных центрах имеются фитболы, можно сидеть на них сколько угодно, вас оттуда никто не попросит. Можно на них делать растяжки, то есть перекатываться, опять же, по кругу. Можно делать на мяче, вот на этом фитболе, круговые движения тоже сидя. Можно прыгать, можно там лежать там с каким-то упором и так далее. Да либо, если хочется на мужа там как-то так опереться, ради Бога, это все не запрещается. Значит, если шейка матки открылась полностью, конечно же, акушерка возьмет на стол, да? И тут, конечно же, она попросит дышать, продыхивать эту потугу или нет. Но тут нужно очень хорошо слушаться акушерку и врача-акушера-гинеколога, потому что в этот момент потугами можно управлять. То есть, опять же, это все дыханием, да?
Это может быть глубокий вдох и более длительный такой, знаете, выдох, как будто мы задуваем свечу, да? Вот все, наверное, задували свечу на днях рождения, либо в Новый год. Так вот вспоминаем вот такое вот дыхание, как бы задуваем свечу. Это вот в потужном периоде. Нужно таким образом выдыхивать, потому что к работе матки при потугах присоединяется работа диафрагмы и присоединяются мышцы передней стенки живота, а также, в общем-то, мышцы тазового дна, через что должен ребенок родиться. Но если вот еще спрашивают часто тоже женщины, что из себя представляет шейка матки, да? Мы все с вами понимаем, что шейка матки только открывается в дни менструации и в дни родов, то есть когда женщина рожает. Значит, она буквально закрыта цервикальной слизью, как бы прочно очень на замок, при котором бактерии даже вообще и не попадают. Ну а у повторно родящих женщин наружный зев, он может быть приоткрытым, шейка изначально может быть укорочена, а если еще роды протекали тоже опять-таки с какими-то вот осложнениями, допустим, с ранними потугами, когда еще не надо было тужиться, то имеется еще такое осложнение, как истмико-цервикальная недостаточность. Но я вот не хочу вас запугивать, просто вот эти все моменты будет оговаривать доктор, который уже принимает роды. В крупных городах имеются перинатальные психологи, то есть люди, которые сопровождают женщину на роды и объясняют в первом периоде родов, что делать, во втором периоде родов, что делать. Значит, какая же помощь от папы в первом периоде рода? Это, еще раз, помимо дыхания, то есть он должен следить за дыханием жены, это еще и массаж. То есть можно массировать область поясницы, область крестца, такими, знаете, разминающими движениями. Причем движения могут быть как вдоль и поперек. Далее это массаж воротникового пространства, да массаж спины в целом, если женщина просит. Ну и, конечно же, иногда женщины просят помассировать ступни ног. То же самое, можно массировать ступни ног. Это не возбраняется. Ну и наступает самый такой ответственный момент на рождение ребенка. Рождение ребенка еще возможно у повторно родящих за 3-5 потуг, ну а у первородящих, ну, чуть подлиннее, да. По продолжительности потужной период у первобеременных он обычно составляет, ну, час-полтора, а у повторно родящих это, конечно же, в 2 раза короче, чаще это всего 30 минут или 40 минут. Ну и как только родился ребенок, акушерка занимается ребенком, медсестра занимается ребенком, ну а женщине нужно еще родить детское место, то есть послед. Пока не родился послед, роды не считаются завершенными. Ну и в это время тоже нужно спокойно дышать, вдох-выдох. Ну и когда акушерка попросит потужиться, и в этот момент родится детское место. Роды считаются завершенными, но мамочка все равно остается на столе, потому что в этот момент ребенка могут приложить к груди, так положено, но сейчас это всегда так делается. Хотя у мамы только первые дни молозива, но ребенок колонизируется и должен получать это молозиво. Плюс дальше мама и ребенок спустя 2 часа перемещаются в палату совместного пребывания. То есть мама ухаживает сама. Если она здорова совершенно, то за ребенком она смотрит сама. Но это не говорит о том, что медперсонал не меняет пеленки, ползунки и так далее. Это все выдается, это все меняется. Маме нужно только покормить ребенка. Кормление по первому зову. То есть, как только ребенок заплакал, желательно, конечно же, покормить. Ну а, значит, иногда женщина, если вдруг прошла вот как раз-таки кесарево сечение, то первые сутки иногда ребенка не прикладывают к груди. Но на вторые сутки всем дают уже ребеночка к груди. Значит, и после кесарево сечения сейчас женщины не лежат 10, 12, 11 суток, как раньше, да? Если все хорошо, то они тоже могут выписаться на 5-6 сутки. То есть немножко подольше они находятся, чем женщины, которые родили естественным путем.
Ну и хочется сказать, что женщины, которые родили естественным путем, это самые физиологичные роды, да? Почему? Да потому что кесарево сечение имеет свои, опять-таки, показания и противопоказания. И причем во время кесарево сечения всегда увеличивается объем кровопотери. Если в норме у женщины, которая рожает естественным путем, объем кровопотери составляет 250 мл, 300 мл, может быть, это в зависимости еще от массы тела женщины, то при кесаревом сечении это всегда 500, 600, 700, 800. То есть, если у женщины изначально имелась анемия, то, конечно же, анемия она и будет в послеродовом периоде. А мы сами знаем, что анемия это все-таки осложнение, она всегда вторична. И у женщины может наблюдаться слабость, ломкость ногтевых пластинок на руках, на пальцах рук и ног. Ну и, конечно же, выпадение волос, что тоже очень-таки мучает пациенток. Значит, когда выписываются домой еще, то опять-таки женщины иногда спрашивают, а ночью как кормить? Это то же самое по зову. Иногда это может быть один раз кормление, а может быть даже 2 раза. Ну, первые 3 месяца, можно кормить вот часто довольно иногда, каждые даже 2 часа тоже не возбраняется. То есть у всех все по-разному. Иногда детки рождаются очень крупными, то есть свыше 4 килограммов это плод считается крупным, а если родился свыше 5 килограмм, то плод считается гигантским. Ну а при тазовом предлежании плод считается крупным уже, начиная с 3,5 килограмм. То есть если ребенок лежит попой, то есть ягодицами, либо он находится в смешанном положении, то есть лежат ягодицы плюс предлежит 1 ножка, там 2 ножки, то, конечно же, 3,5 для такого положения это много. Ну и вообще в наше время ножное предлежание, смешанное ягодичное, чисто ягодичное, они чаще являются показанием для кесарево сечения. Но основными показаниями для кесарево сечения является, конечно же, это предлежание плаценты. Задают вопрос, что такое предлежание плаценты. Это когда детское место прямо лежит на уровне внутреннего зева и не пропускает плод. Так дитё не рождается никогда, поэтому это абсолютное показание для проведения кесарево сечения. Еще одно абсолютное показание – это поперечное положение плода, когда плод лежит в матке поперек. Но это тоже все оговаривается заранее. То есть, если есть какие-то показания абсолютные либо относительные, все проговаривается в условиях женской консультации. Ну, в принципе, я вроде все рассказала, что я хотела. И сейчас я готова ответить на вопросы, если будут вопросы. Нужно задавать вопросы. Кому-то может быть непонятно, могу что-то повторить, потому что, вот, допустим, вот 2-ю сумку обычно, да, вот после родов приносят, 3-ю сумку, которую вот уже посмотрели, тоже на выписку, тоже приносят, как бы только на выписку, да. А иногда, знаете, вот папочка приезжает, он забывает, особенно в зимнее время, либо одеяло, либо еще что-нибудь, то, конечно же, вот мамочка начинает сразу нервничать. Ну, вот я хочу прямо сказать вот женщинам, уважаемым, будущим мамочкам, нервничать нельзя, чтобы не потерять грудное вскармливание. То есть грудное молоко, вот ее появление, ее вот как бы полностью вот объем, все зависит от нервной системы женщины. Потому что мы знаем, что во время беременности работает, допустим, гормон только прогестерон, да? А перед родами начинает активно повышаться эстрогенная фракция гормонов, которые регулируются сверху, то есть идут все с головы как бы вниз. То есть вообще вот мы говорим, женщина беременная, она непредсказуема. Иногда мужчины обижаются. Вот у меня жена буквально поменялась во время беременности. Когда мы говорим, у женщины беременной 7 пятниц на неделю, потому что у нее работают только подкорковые структуры. Кора тормозится, вот как раз-таки вот прогестероном, гормоном, функция коры, она немножко тормозится. И поэтому, конечно же, у женщины может быть плаксивость, может быть там раздражительность, а может, наоборот, она быть слишком весела. Но это, в принципе, тоже варианты нормы. Значит, принимать ванну во время беременности можно, под душем можно стоять сколько угодно, особенно в летнее наше время, когда, значит, папочка идет еще на роды, вот еще хочу сказать, да, вот этот отметить момент.
папа должен взять с собой еду. Потому что иногда женщина жалеет мужа, вот он пришел с работы, вот он сидит со мной, да, и она отдает свою еду, которая вот у нее была, допустим, папе. Ну, так не надо делать, потому что после родов женщине нужно тоже поесть, потому что роды – это большой физиологический труд. Ну, тоже вот, в общем-то, не хочу вас сильно пугать, но наши ведущие акушеры-гинекологи говорят, родить – это как будто переломать 25 костей сразу. То есть схватки иногда бывают вот такой интенсивной силы, да, то есть болезненные. Но на сегодняшний день, если действительно болезненные схватки, это все видно, это все вот на КТГ тоже заметно, проводится обезболивание. Обычно это эпидуральная анестезия, то есть приглашается в родзал анестезиолог, осматривает пациентку, если есть показания, то, конечно же, он его проведет, анестезиолог-доктор. Но на самом деле, вот я хочу еще раз сказать, что вот дыханием можно снизить вот эту вот интенсивность боли, поэтому лучше все-таки, знаете, обратить все свое внимание на дыхание. И папа тоже должен в этом активно помогать. То есть правильное дыхание, оно помогает снизить болезненность схваток.